Вальсагова Тамара Мусаевна, кандидат исторических наук, доцент. Много лет проработала на историческом факультете, занималась историей, занимаюсь. Как у любого историка, за эти долгие годы представление о многих исторических сюжетах изменилось. Каждый раз начинаешь заново осмысливать в целом историю своего народа, историю Ингушетии. Это нормально? Думаю, да. Потому что меняется человек, меняется его настроение, меняется мир вокруг. Новыми документами знакомишься, читаешь новых авторов, осмысливаешь, переживаешь, думаешь об этом. Ну и появляются новые конструкции какие-то, истории. Заново осмысливаешь сюжеты. Это нормально, это нормально. Последняя точка в истории, я думаю, никогда не будет поставлена, в том числе и по истории Ингушетии. После нас будут жить поколения, они по-новому будут представлять историю Ингушетии, они будут думать несколько по-другому, и это тоже нормально. Нет застывшей истории. История – это бесконечный процесс. Конечная цель истории, ее смысл, я думаю, это только у Всевышнего. Мы можем размышлять, думать об истории, но к окончательному ответу, конечно, мы никогда не придем. Что касается истории Ингушетии, она писалась в 20-е годы, она писалась в 30-е годы, она писалась до выселения, после выселения, в 70-е, 80-е годы. Это была несколько иная история, чем пишут сейчас, 90-е и нулевые. Почему? Ну вот история такая наука. Ну, мы должны понимать, что с появлением республики у республики появляются свои цели, задачи, и которые реализовать невозможно без понимания прошлого. В 90-е начинается серьезное изучение истории Ингушетии. Но мы будем несправедливы, если будем думать, что только в 90-е с появлением республики ингуши вдруг вспомнили про свою историю. Ингуши всегда ее помнили. Ну, до появления республики, до создания республики, что-то было в устной форме, да и писали, и работали наши историки. Восстановление республики потребовало очень серьезно заняться историей, переосмыслить многие ее этапы. Для чего? Для того, чтобы строить республику, потому что без понимания прошлого невозможно ставить цели. Я бы хотела немножко остановиться на нашей первой Ингушской республике, потому что это имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней республике, к нам непосредственно. Мы с вами знаем, что после революции на Кавказе было очень беспокойно, так же, как и по всей России. Гражданская война, да, и очень серьезно, когда брат шел на брата, когда одни были по одну сторону, другие по другую. Мы не должны забывать, что до революции наши ингуши служили в российской армии, были офицерами. Это было. Воевали в Первую мировую, доблестно. В русско-японскую войну воевали. В русско-турецкую войну 1977-1978 года, да, были наши. Это есть наша история, да. После революции ситуация меняется. Но она меняется как для всей России, так и для Кавказа. Ну, что ингушей привлекло в революцию? Сейчас, кстати, очень много дискуссий по этому вопросу вот современной исторической науки в Ингушетии. Вот надо было вообще, как бы вот большевики вот обманули или не обманули. Вот почему
вот красные были в таком почете, тот же Гапур Ахриев, да, Юсуп Албагачиев, там Арчаков, Султан, красные командиры, политические деятели. А сейчас, может быть, мы о них меньше говорим. А это вот все история, она вот такая наука, ну, как бы, которая очень реагирует на время, на ситуации. Мы сейчас больше говорим об офицерах, мы больше говорим о тех, кто служил в царской армии. Об этом надо говорить, да, потому что в советское время об этом говорили очень мало. Что происходит в гражданскую войну? В гражданскую войну ингуши, мы знаем, очень активно выступили на стороне советской власти. Ну, иногда есть досужие разговоры, а вот зачем и почему. Это люди, которые не знают той ситуации, которая была и в целом в России, и особенно на Кавказе, вот связанная с тем, в том числе и с ингушами, и другими кавказскими народами, которые испытывали просто вот земельный голод. Им нужна была земля. А мы знаем, массы в революцию шли, вот сейчас говорят, там загоняли, но я не думаю, что прям загоняли, просто в революцию, другое дело, люди шли со своими чаяниями, какими-то надеждами. Ингуши, да, в том числе. Они шли со своими надеждами, потому что советская власть провозгласила, ну, как бы, земля тем, кто ее обрабатывает, и, ну, и масса крестьян потом потянулась, тоже по-разному и в разное время, но тем не менее. То есть не надо думать, что в революцию загоняли пинками и хотели, ну, как бы там, люди шли, не думая там особо о политике, они думали о том, как они будут жить. Правильно? Там, получить землю, ну, не знаю, там, ну, чтобы было какое-то более-менее равенство и так далее. Ингуши то же самое. Они пошли в революцию, ну, не потому, что кто-то их обманул или там заставил. Ингуши пошли, потому что надеялись, что новая власть изменит ситуацию с землей. Вы знаете, одна из самых больших проблем для ингушского общества на протяжении долгого времени, там, столетий, это малоземелье. Да? И как жили ингуши, я думаю, рассказывать особо не надо. Очень тяжело. И хотя наши деды, отцы говорили, да, мы жили очень хорошо в горах, это их воспоминания о той своей малой родине, где они прожили, наверное, очень, не наверное, а точно, очень тяжелое время, но очень любимое время. На самом деле в горах жить было очень тяжело. Отсутствие земли, достаточного питания и так далее, и так далее. Вот. Но этот романтический флер вокруг проживания в горах, я думаю, это хорошо. То есть даже трудные годы наши деды и отцы вспоминали вот с радостью об этой малой родине. Что касается, ну, революции, то да, ингуши пошли, они были красным поясом. Полностью за Ингушетию. Мы знаем и знаменитое выступление ингушей против Деникина. Деникин предложил, давайте, ингуши, это не ваша война, вообще в сторону отойдете, а мы просто пройдем мимо, ну, по вашей территории. Ингуши сказали нет. Ну, вы знаете знаменитый ультиматум этого Деникина. Ну вот там и Далакова, и Кантышева, и так далее, все было сожжено. Во всяком случае, в годы гражданской войны со стороны ингушей, ну, практически 99,9% поддержка советской власти. Причем, вы понимаете, это самое трудное время для советской власти. То есть там вопрос был вообще быть или не быть советской власти. Да? И я думаю, и руководство страны там прекрасно понимали, тем более Серго Орджоникидзе был вообще как бы человеком очень близким ингушам, он как бы разделял их чаяния, надежды, и он, и в лице его, я думаю, вообще как бы государственные деятели того времени понимали, что ингуши были сплошным красным поясом. А вот, потому что был белый пояс, был красный пояс, вот ингуши были красным поясом. Ну вот начинается строительство, закончилась гражданская война, и начинается уже, так сказать, государственное строительство. Ну, страна обустраивалась по-новому, и мы знаем, с вами была создана Горская республика. Ну, Горская республика, которая, так сказать, внесла, я думаю, об этом еще долго будут над этим работать и писать об этом будут, о Горской республике, хотя написано очень много. И по горячим следам в 20-е, 30-е годы, ну и в 60-е, 70-е, 80-е годы, кстати, очень много написано и историками Чечено-Ингушского госуниверситета в 90-е годы нулевые, нашими ингушскими историками. Вот. Так что тут как бы и вспомнить можно очень многих, в том числе и Зарему Гойгову, вот, которая работала по гражданской войне. Кстати, она специалистом была, это профессор Чечено-Ингушского университета Гойгова, она дочь писателя Гойгова. Вот, и в то же время она внучка генерала Бекбузарова, ингушского генерала, который служил в русской армии.
Вот таким образом. Ну, еще можно целый ряд ингушей назвать, которые занимались этими проблемами. Вот Горская республика, об этом тоже очень много написано, но я думаю, там еще много и документов, на которые надо вообще, ну, как бы по-другому посмотреть, и как бы времена сейчас другие, и ситуации. Поэтому, я думаю, еще очень много интересного, я думаю, этот период нам даст. Дело в том, что Горская республика, какова ее роль была? Горская республика, на мой взгляд, сыграла большую роль в создании государственности у народов Северного Кавказа, потому что действительно народы должны были пройти какие-то этапы исторического развития очень быстро, потому что вы понимаете, да, это окраины Российской империи. И если Российская империя, вторая половина XIX века, это развитие такое, ну, серьезное после реформ Александра II, реформ, которые привели к развитию капитализма, то Кавказ, так же, как и часть других регионов царской России, они, конечно, в этом отставали. Хотя Ленин писал, что вообще как бы капитализм даже гордого горца перерядил из его национальных одежд. То есть затронуло горское общество капитализм? Да, затронул, но не в тех масштабах, не в тех объемах, как, допустим, в центре России, да, или там Прибалтике и так далее, или на Украине. Вот. Поэтому Горская республика – это вот как раз тот, на мой взгляд, во многом оптимальный, может быть, не идеальный, но оптимальный вариант государственности для народов Северного Кавказа, в которых народы Северного Кавказа прошли определенную школу. Вот школу, то есть, да, это совместное проживание в этой республике народов Северного Кавказа, которые, помогая друг другу и получая помощи из центра, из Москвы, смогли встать на ноги. И вот к 1924 году ситуация каким образом разворачивается? Мы это хорошо знаем. Постепенно из Горской республики выходят отдельные народы. Ну, самыми последними, кто вышел из Горской республики, это были вот в том числе ингуши, чеченцы, ингуши. Вот. С 1924 года создается Ингушская республика. Я ее, вот, так сказать, немножко, может, произвольно называю Первой Ингушской республикой. Ну, по отношению к той республике, в которой мы живем. Хотя, я думаю, наша сегодняшняя республика – это есть то продолжение той республики, просто с неким перерывом, который не зависел от нас. Вот, наверное, это вот перманентно существовала республика, но, во всяком случае, в сознании нашего народа. Я бы хотела вот буквально несколько слов сказать по этой первой республике, Ингушской республике. Ну, во-первых, вы понимаете, чаяние народа, да, вот, который вот прям вот, я думаю, даже не все думали о том, что у нас вообще такое может быть, что своя государственность. Я думаю, наши деды и прадеды об этом как-то, наверное, не могли мечтать. Но вот тут в 1924 году выпадает то счастье, ну, создание республики. И мы уже более-менее подготовленные в этой Горской республике, мы начинаем жить самостоятельно. Трудно? Да, трудно. Но вы представляете, у нас, с одной стороны, были представители ингушского народа, да, это и интеллигенция, это как бы наши военные, но вы понимаете, их по пальцам пересчитать. Понимаете, а республика, она предполагает, это государственность, это предполагает, ну вы понимаете, ну, учебные заведения, это пласт интеллигенции. А у нас еще нет, у нас даже не прослоечка, а вот точечно, понимаете? Все это надо было формировать. Поэтому здесь очень много параллелей можно проводить, потому что республика вторая, вот ингушская наша, сегодняшняя, да, она все-таки становление шла буквально на наших глазах. Но я не скажу, что я прям была очевидцем всех событий, потому что я все-таки немножко в другом месте жила, поэтому я не могу говорить. Но вот с 96-го года я уже могу смело говорить о том, вот, как мы наблюдали рост Ингушской республики с 96-го года. Трудно было? Да. Потому что, например, становление университета в сложных условиях, конечно. Далее, формирование там, допустим, того же преподавательского корпуса, формирование библиотек, формирование там, библиотечного фонда, я имею в виду в республике. Далее, музеи. И вплоть до столицы, которую начали строить, понимаете? Потому что, представьте, столицы нет, университета нет, органов власти нет, и это все приходилось как бы формировать. Я думаю, здесь, ну, на мой взгляд, вот подспорьем был опыт Первой республики, потому что там буквально тоже вот создавалось это все как бы впервые.
Поскольку мы видели, насколько тяжело вот шло становление республики нашей ингушской вот, в 90-е годы, можно предположить, насколько это сложно было в те 20-е годы. Ну, в 90-е хотя бы тут начали съезжаться ингуши, которые имели элементарное образование. Да? Причем с высшим образованием ингушей было ну, как бы довольно много в 90-е, там, со степенями и так далее. Но, во всяком случае, вот по архивным источникам, даже в 20-е годы, вот конец 20-х, 30-е годы, это вот отчеты нашей как бы Малгобек-нефти и Треста Грознефти, ну и по другим источникам выясняется, что процент образованных людей, ну с образованием, там, ну несколько классов, которые читать, писать умеют, у нас, несмотря на то, что по количеству у нас по численности меньше, у нас процент был больше, чем в Чечне. Это официально, это чеченские источники, то есть, ну, ингуши были вот, это не в том, что я хочу кого-то умолить, не дай бог, потому что каждый народ заслуживает огромного уважения, и, ну, так получилось, что, потому что отмечали, и Москва отмечала, что да, вот процента, но это, тем не менее, вы понимаете, первую республику, вот создавая первую республику, мы не имели того потенциала, с которым можно бы, ну, как бы, да, вот так развернуться. Вот. Теперь, значит, что касается Первой Республики, скажу так. Ну, в свое время я работала с документами и в Московском архиве, в Питере, в Ростове-на-Дону, в Грозном, вот, поскольку была Чечено-Ингушетия. Вот очень много интересного, как вот шел сам процесс. Ну и, на мой взгляд, очень важно еще воспоминания очевидцев. Дело в том, что, ну, естественно, мы учились, жили, наша юность, молодость, детство пришлось на то время, когда были еще живы люди, наши там дяди, дедушки, я не знаю, там двоюродные дедушки, отцы, которые помнили Первую Республику. Кстати, это очень ценно, потому что очень интересно смотреть, когда ты по документам смотришь становление республики, да, и как бы это все фиксируешь, да, было очень сложно, потому что не знали, за что взяться. Формировать рабочий класс надо, да. Ну, вы понимаете, ингуши, ну, вот с гор, на плоскости, попробуйте, ну, вот сразу, ну, как бы не сразу, ну, во всяком случае, это время нужно, это психологию нужно горца ломать, чтобы, допустим, сформировать кадры пролетариата, ну, элементарно рабочих, там, фрезеровщики, я не знаю, там, на станках работающие и так далее. Потому что это даже психологически как бы было очень трудно для населения. А кадры нужны были. Кстати, тот же Малгобек-нефть, Трест, очень жаловался, ну, руководители туда, в Москву, отписывая отчеты, что очень трудно с национальными кадрами, не идут. И причин очень много, потому что и образования нет, и специальности, поэтому зарплата низкая, они с этим очень трудно мирятся и так далее, и так далее. Вот. С другой стороны, формирование, например, нашей ингушской интеллигенции, причем это вот сейчас я как бы впечатление тех людей, которые работали там, причем, ну, как бы занимая определенные посты в этой Ингушской республике. Вот они рассказывали, когда мы общались, и поэтому, когда ты читаешь по источникам, это одно, а когда ты вживую общаешься с людьми, которые жили в Ингушской республике, у тебя вот какой-то зазор образуется. Поэтому это тоже очень интересно, потому что источники – это источники, и общение с людьми, которые принимали участие в строительстве Первой Ингушской республики. Значит, вот четко, вот как бы, ну, как в источнике сухо говорится, что там не хватало кадров интеллигенции. Да, Москва выделяла места, допустим, в университеты там и так далее, в тот же институт красной профессуры нашим товарищам, которые должны были ехать и учиться. И там же сказано, что, ну, не с большой охотой наши ингуши, как и другие горцы, едут учиться. Причем места были, ну, вы понимаете, это были направления целевые, да, как мы сейчас бы сказали, где просто только вот ради Бога приезжай и учись, будем поддерживать материально, морально, там и человека, который тебе помогать будет. Не хотели. Хотя это были шикарные места. Поэтому вы представляете руководству Первой Ингушской республики, насколько сложно было. Значит, тут формируют пролетариат, кадры пролетариата, тут интеллигенция. Кроме того, надо было, конечно, и с наукой разбираться, да, вообще как бы что, как. И кроме того, население поголовно неграмотное, значит, надо было создавать этот школы ликбеза, где надо было просто умолять, упрашивать, чтобы все там старушки, молодые и все старики шли как бы ликвидировать неграмотность. Проблем было вообще колоссально. И одно дело это сухие документы докладывают, да, таким канцелярским этим стилем. А другое дело, когда вживую человек говорит, да, говорит, было очень сложно. Я мотался по селам, сам умолял
и говорил, ну вот надо учиться. И когда, допустим, ну чисто в нашей ингушской ментальности, когда мужчины говорят, каких девочек, каких женщин там учиться, вы что? То есть это вот тоже проблема была, понимаете, да, такая. Вот. И сложно было, очень сложно, потому что заставить учиться, это тоже как бы проблема. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что вот такие первые, так сказать, лица, да, нашей республики, тот же Зязиков, да, вы знаете, его судьба очень трагическая, и вот его невозможно вспомнить без ну, вот какого-то такого трагизма в душе и без ну, как бы уважения к нему. Потому что, вы представляете, да, Али Горчханов, Зязиков, они возглавляли республику. Вот на их плечи легла главная вот эта задача, ну, вот, доказать, что ингуши могут иметь свою государственность, от них очень многое зависело. Но в то же время вы понимаете, что они зависели и от той политической обстановки, которая была в Советском Союзе. Потому что, вы понимаете, 24-й год Ленин умирает. Ну, где-то до 27-28 года это еще вот как бы, во всяком случае, по документам и по воспоминаниям кто-то дожил, ну, свобода еще была. С 30-х годов ситуация настолько меняется, вообще пространство политическое, что и тому же Али Горчханову и Зязикову пришлось вот так вот просто выживать в тех условиях, и они понимали, что за ними народ. А врагов и там, на самом верху, было много. Поэтому они понимали, что надо лавировать. Но вот по воспоминаниям тех людей, кто работал в Ингушской республике, значит, было интересно слушать, знаете, вот о чем? Вот как жила Ингушетия в те годы? Значит, с одной стороны, ну, наша столица была во Владикавказе. И вот как эти старики говорили, мы жили в столице во Владикавказе. Там образ жизни, он был, вот когда нам рассказывали эти пожилые люди, мы, конечно, удивлялись, потому что мы, там, это 70-е, 80-е годы, ну, дети, подростки, там, потом молодые люди уже, нам казалось, ну, то даже, что мы в 80-е какие-то вещи вот, не имели представления и думали, ну это, вот в той Ингушской республике и молодежь была другая, и эти руководящие кадры, они начали жить по-другому. Например, ходили в кинотеатр, вот когда мы говорим, там ингуши, там в горах закрыто. Нет, во Владикавказе ходили в кинотеатры, сидели в ресторанах, общались. Кстати, там культурная жизнь, в общем-то, была довольно активная. В театры ходили, причем это рассказывают родственники пожилые, их сейчас уже давно, к сожалению, нет. И они рассказывали, да, вот мы там женщины с детьми, то есть имеющие детей, семью, да, ходили в театры, причем эти новые постановки, эти все революционные и так далее, они смотрели, на какие-то представления в цирк ходили. То есть, ну, какая-то вот культурная жизнь была. То есть в этом плане ингуши, ну, довольно хорошо адаптировались. Конечно, допустим, те, кто проживал в горах, там ситуация несколько другая была, потому что как бы и досуга такого не было. Вот. Но с другой стороны, например, на предприятиях Владикавказа работали наши кадры, да. Потом, вы знаете, с 1933 года начинается освоение ингушской нефти, да, вот на территории Ингушетии. Появляется город Малгобек, но это уже времена были очень непростые. Начинает формироваться национальные кадры рабочих. Это серьезно, да, это нам сейчас кажется, ой, там рабочий. А вы представьте, человек, который, люди в массе своей читать, писать не умели, а профессиональный рабочий, извините, это надо год-два отучиться, ну хотя бы год, чтобы стать, там, фрезеровщиком тем же, да, или умение работать, за любым станком. А тем более в то время кадры решали все. И вы знаете, не надо забывать, что рабочий класс, к нему отношение было особенное. Почему? А потому что советская власть, база социальной советской власти – это рабочий класс плюс крестьянство. Понимаете? И поэтому важно было создать национальные кадры рабочих. Потому что Советский Союз – это государство рабочих и крестьян. И без этого никак нельзя. Но вот первой Ингушской республики, во-первых, давайте так, сформированы органы власти, да? Я даже представить не могу, сколько всего этих усилий, трудов, страхов, наверное, это испытал тот же Зязиков или Али Горчханов, вот, потому что вся ответственность. Кроме того, эти бывшие наши красные командиры в годы гражданской войны были подключены. Например, Арчаков, Султан Арчаков, он возглавлял красный ингушский отряд, да, а уже в Первой Республике он был прокурором.
Понимаете? То есть вот как бы, то есть эти кадры подтягивались. Вот. В первом ингушском нашей республике был создан институт научно-исследовательский. Научно-исследовательский институт. Я до сих пор поражаюсь, как они могли в несколько лет это все создать. Там была великолепная библиотека. Вы представляете, просто фонд библиотечный собрать, это сколько всего надо. Это и добиваться, и бегать, и все. Кроме того, в научно-исследовательском институте работала целая плеяда таких замечательных историков, и не только историков, там и филологи работали, просто целый каскад великолепных ученых. Поэтому, и кроме того, тот же институт направлял на обучение молодых там, в аспирантуру, московские вузы, потом они уже приезжали молодыми учеными. Да? Ну и мы знаем, что там работал МАР, академик МАР. То есть там вообще фигуры работали очень серьезные из Академии наук СССР. Это был такой достойный научно-исследовательский институт. Понимаете, прям достойный. А вот там разрабатывались проблемы ингушского языка, проблемы истории Ингушетии, проблемы географии. Кстати, вот даже, мы сейчас даже такие вещи какие-то, вот то, что было в этом научно-исследовательском институте, там просто по таким направлениям разрабатывались научные исследования. Ну и, к сожалению, у нас не было опыта создания учебного заведения высшего. Понимаете, вот чтобы Ингушский университет не было. Вот научно-исследовательский институт был. Ну и времени, честно говоря, было мало, всего, я вам скажу, 10 лет. За 10 лет, на мой взгляд, колоссально было сделано. Как они это смогли? Во всяком случае, те, кто был в той республике и работал, они говорили, мы изнутри как бы это не замечали, мы просто все время работали. Понимаете, все время работали. Причем для меня важно было, анализируя всю эту ситуацию, да, и вспоминая, о чем они говорили, для меня было очень важно, знаете, осознание чего? Вот они это все делали, это был энтузиазм. И это было, знаете, как действительно во имя ингушского народа. Вот просто во имя ингушского народа. Там ночами не спали, решали трудные вопросы. Это, я не знаю, это такое поколение просто железное было. Как они все это смогли сделать? Даже, вы понимаете, даже психологию народа изменить, да, что например, я с женой иду в театр. 25-26 год, я с женой иду в театр. Вы понимаете? Это настолько глубинные подвижки в сознании, просто удивительно. Да, таких было немного, но именно они начали формировать эту среду. Понимаете, вначале во Владикавказе, потом, так сказать, тем более они выезжали по селам, они приезжали в Назань, вы понимаете, по всей Ингушской республике. Естественно, появляется и ингушская советская номенклатура, управленцы. Это важно, конечно, важно. И вспоминая этих стариков, о чем они говорили, и уже с сожалением думаешь, почему я у них подробности не спрашивал, потому что по молодости все не до этого было, а став уже взрослой, ты начинаешь понимать, какой богатый материал ты просто упустил. Потому что о том, как они говорили, о чем они говорили, только потом начинаешь понимать, господи, да у них было просто высокое государственное мышление. То есть это были люди государственного мышления. А вы понимаете, человек может быть умненьким, он может быть патриотом, он может быть хорошим, но у него нет уровня государственного мышления, он мыслит узко. А те, кто работал в этой Ингушской республике, занимая какие-то должности, все, этот уровень государственного мышления, я просто удивлялась и думала, откуда республика 10 лет просуществовала? Они умели масштабно мыслить, они могли стратегически мыслить. И действительно, вы понимаете, что есть обыденное сознание или мышление и государственное, да? Когда тебе приходится на какие-то мелочи, видеть главное. В них это было. Потом все-таки люди, которые, так сказать, стояли у руководства или просто были этой некой такой номенклатурой партийной, вы знаете, несмотря на то, что они были уже такими глубокими стариками, да, они были очень образованы. И когда с ними общался, мы, наше новое молодое поколение, мы все-таки хорошее образование имели, и начитаны были. И когда начинал с ними общаться, ты понимал,
да, ты вроде бы что-то учился, что-то, но у тебя нет этого глобального мышления. Они мыслили по-другому. Я даже иногда вот молодежи хочу это объяснить и не могу, потому что вот такого глобального мышления, понимания целей, задачи, какой-то вот эта мудрость. И удивляешься, перед тобой сидит старичок, о котором ты думаешь, ну да, он сейчас пойдет намаз сделает, сядет там и вот будет на пеньке сидеть. А когда начинаешь говорить, и оказывается, он действительно работал в Первой Ингушской республике, и мышление у него, да дай бог нам бы наполовину такое сейчас, и чувство ответственности, которое у них было, потому что начитаны были беспредельно. Ответственность была просто потрясающая. Ну и что еще, какие вот как бы мысли по поводу Первой Ингушской республики? Первые звоночки стали поступать уже в начале, ну, в 29 году. Там была первая попытка отдать Владикавказ, вы знаете, там ингушская делегация и вообще как бы вот эти обращения к Сергу Орджоникидзе. А вы знаете, Серго Орджоникидзе как бы в трудные годы гражданской войны, он укрывался у нас, да, в Ингушетии, и место было очень надежное, да, у нас в горах, потому что знали, что, ну, его здесь никто не выдаст. Кстати, многие вот большевики на Кавказе северном, они прятались именно у ингушей. И вот эти наши, мои пожилые родственники вспоминали, когда вот такой эпизод, который прямо запал в память. Значит, большевик, ну, а это гражданская война, тут белые действуют, и он ночевал в доме, значит. И удивляло, это уже мой отец рассказывал, ему было 12 лет во время гражданской войны, и он рассказывал, и вот, говорит, у нас ночевал, ну, там жил какое-то время, ну, я, говорит, знал, что какой-то коммунист, большевик, ну, кто-то вот красный, за которых были эти ингуши. Он вещевой мешочек у него такой под головой, все. И он, говорит, из каких-то газеток скручивал себе эти самокрутки, ну, курить. А ему, говорит, один из наших родственников задает вопрос, а у него мешочек под головой, ну, не мешочек, а такой, ого, там были деньги. И ему задает этот родственник пожилой вопрос, слушай, ты что, с ума сошел? Ты какие-то самокрутки крутишь, когда ты можешь папиросы купить, у тебя столько денег. А он тоже так впроголодь с ними, все, времена. И он говорил, этот коммунист, это деньги советской власти. То есть, понимаете, да, вот эта честность. То есть он мог просто уйти с ними или там купить себе, никто бы даже не посчитал. Вот это сознание другое. И, естественно, говорит, у ингушей это тоже впечатляло. Не, ну смотри, у него куча денег, а он вообще как бы, понимаете, а вот. А в 29 году там уже, ну, наверное, и благодаря вмешательству Орджоникидзе, потому что он как бы был очень настроен в сторону ингушей, вы знаете, и его называли там, да, у ингушей не было железа, но был Орджоникидзе, да, вот как бы, ну, в переводе. Вот. А уже в начале 30-х, ну, Серго Орджоникидзе, как бы, когда к нему тоже так, как бы, наши стали обращаться, потому что, вы понимаете, ситуация очень ухудшалась в этом, вокруг Ингушской республики, он как бы передал, что, ребят, ну, я немного вольно передаю эти слова, то есть, ну, ситуация такая, что я вам уже и помочь не смогу. Потому что вокруг него, видимо, тоже какие-то тучи сгущались. Он, вы знаете, умер в 1937 году по официальной версии ИСА. Ну, там тоже версии разные, но даже если эта смерть была такая, как бы, естественная, ну, не думаю, что Серго Орджоникидзе было легко. К 1937 году этот маховик репрессий накручивается, а Серго Орджоникидзе это все-таки соратник Ленина, ну, как бы человек, как бы, ну, будем говорить, из другой компании, поэтому, несмотря на эту дружбу, ну, как бы общение со Сталиным, он понимает, что происходит нечто. И в любом случае, я думаю, если даже естественная смерть, то не просто так, а потому что там нервы, сердце и так далее. Так вот, в 1934 году, когда вокруг Ингушской республики снова поднимается вопрос, ну, в 1933 уже, и в 1934 году, вы знаете, Чечню и Ингушетию объединяют, сначала в автономную область в 1934 году, а в 1936 году провозглашается Чечено-Ингушская автономная республика. И тут уже даже большой друг ингушей Орджоникидзе уже ничего сделать не мог. Тяжело ему было, наверное, об этом думать? Да, потому что сам он ушел в 1937-м. И я тоже не думаю, что просто так. Вот. И республику практически расформировали. Сначала автономная область. И опять же, вот здесь, ну, источники как бы пишут о том, что вот, ну да, вот там объединили две республики, два братских народа и с центром в Грозном. Да?
Но тут мы должны понимать, что вообще Грозный, вообще так по большому счету, он даже для чеченцев был немного чужим, потому что там в основном проживало только русское население. И Грозный стал разрастаться за счет нефтяной промышленности. Вы же знаете, да? Еще в XIX веке эти братья Дубинины впервые начали промышленную добычу нефти. А в начале XX века, вот накануне революции, грозненская нефть настолько была известна, ну, по объему и особенно по качеству, потому что бакинская нефть превышала по качеству, по количеству, но зато грозненская нефть другого качества была. И вы понимаете, для чеченцев тоже Грозный был так: приехал, уехал. Это был все-таки город, где были русские рабочие там, и так далее. Там, в основном там были, значит, вот этот Ахвердовы компания добывали нефть, потом бельгийские компании, английские и так далее. И я уверена, до сих пор у их наследников вот такие акции на грозненскую нефтяную промышленность. Потому что в конце 80-х, в начале 90-х, когда Советский Союз стал разваливаться, я помню некоторые чеченцы, у которых деды и прадеды были нефтяными, так сказать, королями, ну, я не говорю там уже о Топе Чермоеве, они говорили, показывали мне акции на Грозненскую, на некоторые эти, ну, там Старопромысловский район, вы знаете, и они говорят, ничего, сейчас это, и у нас, и там еще, говорит, Англия и так далее. Были такие разговоры. Вот. Поэтому советская власть, во-первых, сразу национализировала нефтяную промышленность, потому что это крупная промышленность, да? И вот когда после создания Малгобекнефти, он же стал входить в состав Грознефти, поэтому в центральных архивах в Москве очень много по Малгобекнефти, потому что это была составная часть, это был трест, который входил в большой южный трест Грознефть. Вот. И здесь как бы вот понятно, что для чеченцев даже, а для ингушей тем более Грозный, ну, это город, заложенный Ермоловым в 18 году еще, 818. И вы понимаете, это вообще как нонсенс был. То есть вообще как бы, да, там был поселок Алды, вот эти алдынцы, они считали себя, как бы, мы говорим, ну, как бы Грозный, действительно, это один из поселков Грозного. Поэтому это, конечно, был нонсенс. Вот это было страшно вот так поступить и с ингушским народом, да, и с чеченским, потому что у них своя республика была. И вот как рассказывали, вот, потому что в документах это одно, вы понимаете, документы советского периода. А очевидцы, которые видели ликвидацию Ингушской республики, они рассказывали так. Во-первых, вы знаете, было предъявлено, так сказать, обвинение Зязикову, Горчханову, ну, что они там вообще что-то замышляли, ну, как враги народа. Их вывезли в Грозный, они там содержались в тюрьме. Были, вот мне пришлось, ну, как к большому счастью, пообщаться с людьми, которые были тоже в этой тюрьме. Он тоже проходил по делу как один из врагов народа, и поскольку они все знали друг друга, все-таки это были руководители республики, вот как раз Арчаков Султан вспоминал, он был прокурором, стоял у гроба Ленина, кстати, в 1924 году, как почет, ну, вы знаете, да, от Ингушской республики, он там стоял у гроба Ленина. И он рассказывал, что в тюрьме, ну, пыткам подвергались и Али Горчханов, и самого Султана, и этого Зязикова, страшным пыткам, это были тюрьма НКВД. Вот. И вот такой эпизод, я студентам часто его рассказывала, значит, он рассказывал, ну, естественно, он боялся это рассказывать, потому что понимал, что даже в 60-е годы это было опасно. Единственное, там буквально какие-то воспоминания сыну, который уже, ну, должен был в армию уйти. И, к сожалению, вот то, что он знал, все бумаги были уничтожены им, потому что он боялся. Вот. И поэтому даже лишнее говорить он боялся в советское время. Вот. И он рассказывал, это уже со слов его сына, отец, говорит, рассказывал, что вот их наголо побрили и сажали, там пытка была такая, как бы капли падают, китайская, еще древнекитайская, в голову, и вот он его тоже наголо побрили, и, значит, у него вот сюда капало это, вот. Пытки были страшные. Вот он описывал, ну, сын говорит, и то он все не рассказывал, и, ну, можно представить, что там было. И вот он рассказывал сыну, что его вели, ну, сейчас не буду, точно боюсь вот, как бы ошибиться, то ли на допрос его вели, то ли с допроса. И так получилось, что с Зязиковым, по-моему, с Зязиковым они вот так буквально рядом оказались. То есть одного туда вели, эти конвоиры, и он по-ингушски ему просто быстро фразу кинул. Ничего не подписывая, на нас ничего нет. А он прокурор, он вправе, ну вы понимаете, закон, да? Он говорит, на нас ничего нет. Тот, проходя мимо, сказал, я уже все подписал. Ну, то есть признание. Да.
Да. И вот оказалось так, что этот бывший прокурор, вот этот Султан, этот Арчаков, только потому, что он не подписал, он остался жить. И потом уже ему даже за заслуги в гражданской войне присвоили, ну, он был почетным пенсионером Советского Союза. Там и пенсия была, то есть он дожил до этих времен, выселение, пережил все. Вот. А Зязикова и Горчанова казнили. Поэтому, и вот, вы понимаете, вот как-то страшно закончила Первая Ингушская республика. Очень страшно. Это вот как бы, это первое, вот как бы, о чем я хотела сказать. Второе. Вот как бы вот эти все вещи мы должны как бы думать об этом, анализировать, потому что вот сейчас у нас есть республика, которую мы должны беречь как зеницу ока. О чем я хочу еще сказать? Это уже моя свекровь, женщина пожилая, 19-го года рождения. Она помнила, ну, еще там, подростком, девочкой, 30-е годы, страшные 30-е годы. Ну, так смутно вспоминала конец 20-х годов, потому что там она девочка была. Но она мне всегда говорила вот о чем. Когда я тоже спрашивала, первая республика, она говорит, ну, я-то не помню, ну, как бы это, ну, вот. Но она говорила, ну, она не анализировала там ситуацию в Первой Республике или там какие-то перспективы, а чисто вот на таком обывательском уровне, когда вот мы как бы общались, она мне говорила, ты знаешь, это без привязки к той Ингушской республике, вот просто женщина, которая в 39-м, по-моему, 40-м вышла замуж, да, и вот она рассказывала, ой, говорит, ты знаешь, ну, как бы вот, мы ингуши, вот каждый должен отвечать за все свои поступки. Потому что, конечно, были вот какие-то вещи, которые некоторые ингуши позволяли себе. И вот какие-то некрасивые поступки, какие-то вещи, которые подставляли других людей, какие-то, ну вот, ну то, что я потом уже анализируя и складывая все это вместе, я думала, а Первую Ингушскую республику, вот то, что как бы вытерпели наши руководители, да, ну и многие были репрессированы, не только высшее руководство, и, там, и колхозники были, и те, кто просто рабочим был, это понятно. Тут как бы ни Сталину, ни его режиму, конечно, оправдания нет, потому что там маховик по всей России, по всему Советскому Союзу работал. Но отчасти, это мое мнение, с ним могут люди, историки и не историки, не согласиться. Но когда я все в это воедино пыталась свести, то, что рассказывал отец, и то, что рассказывали те, которые работали, у меня отец тоже в Первой Ингушской республике работал по финансам, как бы. И вот он молодым был, ну вот как бы, и вот изнутри, и отец тоже анализировал и делал какие-то выводы, и вот эти причины, почему все-таки так получилось с нами, он как бы тоже озвучивал. Потом уже как бы на таком обывательском уровне моя свекровь озвучивала, но она по-своему, по-женски, чтобы была государственность, чтобы была республика. У меня потом вот как бы мнение сложилось. Но не надо просто на руководство смотреть и говорить, вот вы. Потому что пока мы сами не изменимся, пока мы не дорастем до государственного уровня и не будем мыслить по государству, мне это ничего, а вот это у нас есть глава, а у нас есть там мэр города, все. Потому что мы должны, зная, что наша республика, ну извините, не бросать мусор хотя бы там, где нельзя его бросать. Ты пришел на занятие, студенты или ученики, ты несешь ответственность, это твои ингушские дети, ингушские эти студенты. Согласны? Ты встал у станка, ты должен делать. Если тебя пригласили отремонтировать сантехнику, ты должен нести ответственность. Понимаете, вот это чувство ответственности, о чем мне свекровь говорила. Но тем не менее, вот мы сейчас живем в республике, если мы хотим сохранить, времена сложные, трудно, по всему миру очень неспокойно, но каждый ингуш должен понимать, а вдруг третьего шанса не будет. Поэтому не можешь сделать большое, делай то, что тебе положено. Это касается и работы. Да? Любая работа, на которую ты приходишь, ну я не говорю на 100%, наверное, не у всех получится, ну хотя бы процентов на 70-80, ну сделай то, что ты можешь. Это первое. Второе. Взаимоотношения друг с другом. Понимаете, потому что мы, национальность по численности небольшая, вот это уважение к себе. Почему? Потому что, вы знаете, мне кажется, и вот во всяком случае по тем каким-то рассказам, поэтому у меня вот складывается, те наши ценности, да, наш там эздел, да, наше там уважение к друг другу, я не знаю, там понимание, выручка, взаимовыручка. Если этого не будет,
какой бы ты хороший ни был, ты не выживешь. Ты можешь выжить в другом обществе и вообще трансформируясь просто на 100%. Но если мы хотим сохранить Ингушскую республику, мы хотим сохранить наши обычаи, традиции, это не надо делать как слон в посудной лавке, понимаете? Потому что, к сожалению, мы о многом кричим. Вот у нас там с культурой то, это то, вот мы там то разве, а вот это. А порой это выходит все только на словах. Потому что патриот, он никогда не кричит, он делает спокойно. Патриот тот, который идет, вот он несет пакетик мусора, он там приходит и на телевидении может кричать: да надо ингушский язык, да надо ингушское это, да надо эздел ингушский, а сам по пути бросает этот мусор. Вот с этим я смириться не могу. Ты мусор положи, где положено, это уже твой эздел будет, это уважение к ингушам. Понимаете? Не надо учить детей с экранов телевидения, когда, извините, и наши старики садятся, говорят: вот они, не надо, дедушка, приди домой, у тебя есть внуки и дети. Вот главное, чтобы твой внук не сел пьяным за руль или не нахамил соседу. Если каждый дедушка, отец, мать, тетя будут заниматься со своими детьми, не надо будет с экранов телевизора говорить о высоких словах. Понимаете? Потому что патриотизм – это не те, кто кричат «Ура, ура, ура!». И еще, как говорят на Востоке, сколько ни кричи халва, сладко не будет. Сколько бы мы ни говорили, надо сохранить язык, надо наш эздел сохранить, надо то сохранить, надо, ну и сохраняй, сохраняй. Не лицемерь. Это страшный грех лицемерить. Потому что тебе пофигу, а ты делаешь вид, что тебе не пофигу. Просто элементарно, ты идешь по дороге, видишь, лежит эта бумага, подними, брось ее туда. Мы же стесняемся. У нас же еще, как бы, я как считаю, как высокомерие, то есть как это я подниму, все. Это твоя ингушская земля. Если какой-то, извините, нехороший ингуш бросил эту бумагу, или он там ногами пачкает эту лавку, ну давайте с малого начнем. Вот и все. Ну, и учиться надо, и мудрее надо быть, и опыт прошлого. Хотя, вы понимаете, прошлое оно мало чему учит. Но в любом случае мы просто должны понимать, у нас есть республика. Что бы мы ни критиковали, как бы мы к кому ни относились, друг к другу, да? И когда возмущаются, говорят: вот к нам, ну а ты сам как относишься? К своим родственникам, к соседям, правильно? Относись нормально, без лицемерия, без ложи. Одно говоришь, третье думаешь, четвертое там в уме держишь и так далее. Просто потому что, я еще раз говорю, будет ли у нас потом еще шанс. Времена очень сложные, очень сложные. И вы знаете, что сейчас у нас как бы и эти финансовые проблемы, да, ну, слава богу, Москва, так сказать, помогает, и глава, так сказать, туда ездит, старается. Кстати, и главе республики нашему, ну, я скажу так, очень сложное наследство, очень сложное. Я думаю, ему очень непросто. И еще хочу сказать, когда мы говорим о наших руководителях, да, я думаю, можно какие-то вопросы открыто обсуждать, все, идеальных людей нет, я думаю, это все нормально. Но в то же время мы должны понимать, ну не может один человек быть виноватым. Согласны? Поэтому я считаю, и о тех руководителях, которые ушли, и которые были там первыми, вторыми, третьими, я не думаю, что можно проговаривать какие-то вещи откровенно, говорить, но это как, чтобы было с пользой, а не просто лишь бы поговорить, понимаете? Потому что у них были свои достойные качества, у них были какие-то свои проблемы, о которых они, наверное, и озвучить не могли эти проблемы. И вы понимаете, что каждый народ заслуживает... Какой народ, такой народ. Да. Поэтому не надо, давайте ингуши перестанем сваливать. Есть ситуации, когда надо покритиковать, когда надо посоветоваться, когда надо открыто в глаза сказать. Но даже говоря с руководством, никогда не надо какие-то, знаете, вот, чтобы задавая вопрос, чтобы тот же руководитель понимал, его не подколоть хотят, не унизить, не просто сказать: ты во всем виноват. А просто вот как у нас раньше, да, совет старейшин, просто вот решить вопрос, давай поможешь, и тебе будет хорошо, и нам будет, потому что, ну вот как бы так. Тем более вот молодежь наша, она должна все-таки мыслить по-другому, все, и сохраняя традиции, все это все надо делать в оптимальном варианте и режиме, понимаете? Вот, поэтому задуматься о будущем надо. И смотрите, как бы проблем у нас много не было в республике, есть проблемы, это в любом регионе есть. У нас, может, чуть больше, где-то чуть меньше, где-то чуть больше, чем у нас. Но мы должны понять одно. Вот как бы не были какие-то проблемы, иногда, да, и злость бывает, и думаешь: да вот это виноват, а потом просто думаешь, пока существует, вот пока есть наша республика,
Вы понимаете, такое вот ощущение, что мы защищены. Потому что есть республика, понимаете? И наши проблемы какие-то решает там уже, на высшем уровне, уже есть кому решать. А вы представляете, если нет республики, кто будет? Поодиночке будем туда ездить? Понимаете? Поэтому, слава Богу, что есть республика. И дай Бог, чтобы она была всегда, и чтобы она, разумно процветала. Разумно. Потому что мы должны понимать, когда народ сытый имеет работу, народу, в принципе, много не надо. Достаток. Руководству живется легче. Понимаете? Потому что когда есть какие-то вопросы возникают, но если в целом масса устроена, там молодежь работает, учится, меньше проблем будет. Конечно, все проблемы это не снимет. Будут и те молодые, которые, извините, наркотиками баловаться будут. Это во все, и в советское время это было. Но вот дай Бог, чтобы мы, ингуши, понимали, что и друг другу помогать надо. Мы должны понимать, наше руководство должно понимать нас, тогда будет всем хорошо. У меня такое представление. Но помогать друг другу должны, а не просто ругать. Потому что к нам тоже много претензий. Нам лавочки поставили, деревья посадили. Лавочки ногами затоптали, дети сломали деревья, а мамаша сидит рядом, даже не скажет, это же и деньги пошли, это чтобы облагородить, чтобы нас к культуре приучить. Разве не так? Конечно, или огромные территории земли захватят, вы знаете, даже перестрелки между ингушами из-за земли. А потом это просто земля годами лежит. Понимаете? И земля лежит. Нельзя так делать. Потому что ни одно государство этого не позволит. Если взял, посади там фрукты, посади картошку, что-то, это должно пользу принести. Земля, она принадлежит всем, это наше богатство. И еще, за землю стреляться, убиваться нельзя. Земля – это наследие наших предков. И я думаю, наши предки были бы очень недовольны, узнав о том, что мы, ингуши, вот эту маленькую ингушскую территорию делим. Это моя земля, это моя башня, это моя. Башни – это не наша собственность. Башни – это культурное наследие ингушского народа. И на каждую башню имеет право любой ингуш. Вы понимаете, в каком смысле? Приехать, посмотреть и сказать, вот наша ингушская башня. Имеет право, да. Строили не мы, которые там стреляемся или ругаемся за эти башни. Строили наши предки. И тот, кто сейчас пытается как-то решить этот вопрос, дай он бы день поработав на этой башне, в строительстве, он бы просто сошел с ума и убежал бы. Поэтому хвалиться, я считаю, ингушам еще не надо говорить, вот мы, наши предки. И прежде чем хвалиться предками, соизволь сделать что-то хорошее сам. Не надо предками хвалиться. Ты должен сказать, они достойны чести, но я пока их не достоин. А у нас так, у меня прадед был, прапрапрапрадед, и я на этой славе хочу проехаться. Нельзя проезжаться на славе поколений тех, которые ушли. Почему? Хорошо, у меня тогда вопрос. А твои дети кем будут гордиться? Опять прадедами, а не тобой, который на диване пролежал? Не сметь делить ни башни, ни землю. Она принадлежит нам и нашим детям. Понятно? Я думаю, что выстоим мы, выстоим. Я надеюсь.